Отдохнули? Каникулы прошли, взрослые вышли на работу. Хорошая работа. Олег. Поскучали по 2020-му и хватит, хотя было ли почему скучать. Это «Детали не формат». Первый выпуск в новом году. С вами ваш не всегда покорный блогер Никита Чернов, и вещаем мы прямиком в 4К. Правда, такая фича доступна только для зрителей Ютуба, а коль уж смотришь нас в эфире, промотать по тайм-кодам передачу, увы, не получится. Полчаса из жизни отборных блогеров Коминета ждут тебя. Нажимаем «Войти» и запасаемся попкорном. Потанцуем крабиком, что такое стрип-дэнс и насколько это прилично. Парень, давай повизуализируем, как сделать красивую обертку, не потеряв начинку. Раскраски для взрослых. Кому нужны убойные фотосессии? Один хороший человек. Кто же он? Помогатор из фиксиков живьем или классический хайпажор? Иконы коми-блогинга прямо сейчас настроил стабильный интернет. Год ушедший был несравнимо богат на новости о всяких там вирусах, но зачем все о плохом? Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. Январь был празднично-застольно коротким, а поэтому давайте узнаем, что же в последнем месяце уходящего года волновало аудиторию коми-веба. В Сыктывкаре задержали писающего поджигателя. Не перестаю удивляться заголовкам наших интернет-коллег. История, в общем, такая. Подвыпивший парень справил нужду в подъезде одного из общежитий, а затем что-то ему совсем башню разнесло, может, тиктоков пересмотрел. И решил он, значит, поджечь коробку с газетами. А потом сильное задымление и обугленные стены. И, как оказалось, этот поджог лишил жителей красочно-мультяжного ремонта, который был сделан на средства, собственно, этих жильцов. Хорошо, допускаем, что парень хочет стать пожарным. Но перепутал главное: сначала пожар, а потом только тушение из бранспойта. Теперь суд и ремонт ему придется восстанавливать за свой счет. Ну как там с деньгами? Как с деньгами-то? И хорошо, если в центре обновленной стены будет копия знаменитого брюссельского писающего мальчика с лицом сыктывкарского последователя. И культуры в массы, и мишень детишкам для игры в дартс. Федеральный телеканал сделал подарок диджею из Сыктывкара. Для тех, кто не шарит в музыке, есть, значит, в столице Коми один диджей по кличке Меломан. Вот только играет он отнюдь не в ночных клубах, а прямо у себя дома. И слышно аж за пару сотен метров. Соседи или в берушах ходят, или просто привыкли. К слову, диджей-то он аж с 89-го года. И начинал он, конечно же, с клубов до местных школьных вечеринок. А теперь вот, на районе толпу заводят. Но не это главное. Наши коллеги с одного из федеральных телеканалов решили сделать новогодний презент балконному диджею, подарив аппаратуру почти на 500 000 рублей. Ну а что, не зря говорят, что творчеству все возрасты покорны. Вот и нашел он себя в своем деле. Еще и халявную аппаратуру получает. Прославился. Уточняю, не подумайте, что призываю. Делу время, потехи час. И федеральный канал вряд ли снова отстегнет. Надо было начинать, например, в 89-м. В Сыктывкарском парке устанавливают скейт-площадку. Думаю, не мне объяснять, какую роль эта новость играет для молодежи столицы Коми. И это здорово, что наши четырехколесные друзья не будут больше разъезжать по всему городу и наезжать на мам с колясками, да на пенсионеров. И вроде бы все хорошо, теперь есть место, где разгуляться. Только вот одно смущает: насколько сей конструкция долговечна? Просто, я думаю, строить скейт-парк под снегопадом не айс-затея. Может, решили к снежному сезону порадовать сноубордистов? Боюсь, они больше привыкли кататься на гораздо больших дистанциях, но таков выбор установщиков. Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Надеемся на лучшее и надежность конструкции. Летом спросим у пользователей. Новости вспомнили, теперь можно подгружать блогеров. Танцуют абсолютно все, но не каждый в этом профессионал. И танцы тоже бывают разными, от классики до чего-то мало похожего на танцы. А вот наша первая сегодняшняя героиня искренне решила, что себя нужно отдать танцу всю. Встречаем Евгения Бер. Вот эту связку, да? С самого начала до конца. Раз, два, три. Раз, два, три. И волна. Раз, два, три. Хорошо. Медленно ручку вывели. Перешли на спину, сели, и голова, раз, два, цик, отдельная ручка, раз, опустились, и медленно перешли.
вышли. И раз, два, бум. Самый главный вопрос, не думала ли ты попробовать написать книгу «Как управлять девушками»? Вот начинаю все чаще и чаще об этом задумываться. Что это за стиль? Как он называется? Это направление стрип. Я называю его стрип-хорео. Оно немножко... Хорео. Хорео, да, хореография. Стрип-хорео. Оно немножко очень схоже со стрипом. То есть тут есть зачастую элементы классического стрипа, пол-дэнса, стрип-экзот. Но немножко все равно оно получило дальше свое развитие и примешало другие стили, такие как антемп, брейк-данс, акробатика различная, паппинг, различная изоляция, когда идут точки. Универсальный стиль получается. И очень много сложных слов. И очень много сложных слов, да. Хорошо, И... а в целом стрип — это от слова стриптиз? Нет, это путают. Нет, стрип — это именно просто идет красивые пластичные Развить танцы. этот миф. Да, мы развиваем миф, да. И танцуется специальной обувью в стрипах. Вот как раз почему, да, каблуки. Это Да. же жесть. На них не все ходить-то могут. Это на самом деле очень и очень удобно. Танцевать в них, ходить в них неудобно. Как интернет помог в раскрутке вот твоего дела? На самом деле интернет действительно помогает. Я это поняла, наверное, относительно недавно. Какие-то хэштеги или какие-то там призывы, плюс сарафанное радио. И действительно у меня потихонечку уже прям появляется, можно сказать, армия своих девчонок, которые прямо с горящими глазами идут за мной. Значит, армия не военные обязаны? Нет, они свободны, но они прямо вот правда бегут, и просто я сама от них начинаю заряжаться. Даже тут свободная армия, на секундочку. Насколько преподаватель, да, должен поддерживать своих девочек? Потому что вот во время занятия было куча раз слышно, чувствуете, что вы секси, вот прочие такие комментарии. Они действительно влияют? Какой-то придают уверенность у девочек? Да, они на самом деле влияют, потому что я считаю, что всегда важно слышать в свой адрес обратную связь. То есть, когда человек просто танцует, и, допустим, вот если он хочет углубиться, прям вот понять технику, да, например, направление, прям во всем разобраться, если преподаватель на него не обращает внимания, то бывает даже у человека теряется стимул и запал продолжать заниматься. Вот насчет поругать. Так и говоришь напрямую, вы плохие. Я стараюсь по-доброму. У меня всегда на занятии присутствует нотка юмора. Мы часто с девчонками смеемся. Я шучу. В общем, я очень много ролей То есть у выполняю. тебя во время самая занятий. добрая армия в мире. Конечно. Замечательно. Присоединяйтесь в нашу армию. Вам понравится, я обещаю. Где заканчивается сексуальность и начинается пошлость? В подаче, ну то есть вот именно вот как ты себя подаешь, и, наверное, в движениях. Это все-таки нужно больше именно задумываться хореографу, когда он ставит связки, потому что действительно и движения можно сделать по-разному, и на самом деле можно преподать одну и ту же связку по-разному. Но пластика здесь необходима. Конечно. И душевно какие-то личные. Да, всегда возможности. нужно эмоции стараться вывести, потому что на самом деле это очень такое раскрепощенное женское такое, да, женственное, пластичное направление, и нужно наоборот стараться как бы эмоционально его танцевать. Если ты будешь танцевать в себе зажато, это на самом деле будет не очень красиво смотреться, потому что мы еще стараемся там видео разные записывать, работать на камеру, чтобы у девочек были отчетные видео, они хвастаются в Вот как раз интернете, насчет хвастаться. Они в выкладывают. основном сюда приходят, чтобы было что показать, потом Это в том числе. Даже вот девочка, которая, наоборот, мужу показала, и он, наоборот, купил ей стрипы и отправил на занятия, говорит, что продолжай, мне очень нравится. Это Даша у нас, да, звезда наша. Да, поэтому, наоборот, мужчинам это нравится. Я когда начинала танцевать это направление, то я немножко была тоже зажата. И вот чем больше ты танцуешь, чем больше ты проникаешься, углубляешься в это направление, тем у тебя больше раскрывается твоя сексуальность, твоя энергия. На самом деле я сама себя прокачиваю, поэтому это на самом деле работает. Чем больше ты дольше занимаешься, тем виден лучший результат. Это правда. Я думаю, сейчас минутка поддержать девочек. Девочки, вы секси. Да, молодцы! Это так работает. Я представляешь, каких мне людей достанется от моей. Ну ладно. Да. Я подготовила себе базовые движения, упражнения. Они в первый раз может показаться сложные, но на самом деле они все считаются базовыми, и их можно спокойно выполнить. Главное выполнять правильно. Они делаются на полу. Я сейчас тебе буду показывать, ты можешь вместе со мной их повторять. Сделаем с тобой два базовых упражнения, они на самом деле не сложные. Я даю их новичкам, то есть с детальным разбором у всех все получается. Я уверена, что у тебя, тем более как у мальчика, силы есть, они должны все упражнения получиться. Первое упражнение мы сделаем, оно называется вытяжка, второе будет тракт. Вытяжка это в смысле как над духовкой?
Нет, вытяжка — это когда мы себя, когда лежим на полу, и мы себя вытягиваем. Поэтому она называется вытяжка. Смотри, исходное положение, мы полностью лежим на полу. Ручки у нас прижаты к корпусу. У нас ножка дальняя от зеркала сгибается в коленке и подводится к груди. Это уже больно смотреть, типа, чтобы я это повторил. Давай. Видишь, у меня лицо-то лежит. Зачем так? Надо. Лицо лежит. Вот смотри, коленку просто подвожу к груди. Левая ножка так изгибается, а левая одновременно идет наверх. Вот. И себя толкай. И встал. Все, у тебя получилась вытяжка. Ты Ура. молодец. Да, мы сделали. Пойду поставлю себя над духовкой. Второе движение чуть-чуть посложнее. Мы с тобой сейчас сделаем трактор. На самом деле очень страшные названия, но они очень интересные и красиво делают. Стоп, как девочки вообще соглашаются идти на занятия, где будет трактор? А я не вытяжка? говорю. Все понятно. Без спамера. Я не озвучиваю тракторов, они узнают это в процессе. Мы кладем одно плечо, ложимся и встаем на это плечико. Ножки развили. Вот это называется трактор. Это все очень легко, правда. Смотри, мы ложимся на левую ручку. Ну, допустим. И теперь ты делаешь хороший замах правой ногой. Вот, и переходишь, раскрываешь ножки. Давай, Но ты я не помогу держишь тебе. как бы в воздухе. Нет, вот, отлично. Только попой ты должен... молодец. Попа должна быть наверху чуть-чуть. Куда? Вот, супер. Отличный трактор, отпускаю. Ай, Ну, ты молодец, на самом деле, ты справился. спасибо. Хоть каблуки не пришлось надевать. Скажи всем девочкам, которые сейчас это смотрят, как им раскрыться-то? Как раскрыться? Да. Главное не бояться. То есть, если у тебя есть желание попробовать потанцевать, сидя дома никогда ничего не получится. Нужно всегда пробовать выходить из своей зоны комфорта и пытаться что-то новое в своей жизни попробовать привлечь. Напоследок, сейчас нам нужно будет сделать по традиции селфи, но, пожалуйста, вот передай всю максимальную энергию, чтобы прям... Хорошо. Покажи вот весь свой потенциал Хорошо. женский. Готова? 3, 2, 1. Так, танец мы поставили. Считайте, полдела сделано. И, собственно, дело за малым. Придумать имидж, образ. Ну ладно, это все придумать. Это ведь еще надо показать. А судьи кто? Как узнать, что мы делаем все правильно? Об этом нам расскажет наш следующий гость, визуализатор брендов Марина Сычева. Марин, расскажи, вот визуализатор бренда, это что такое? С чем это едят? Визуализатор бренда — это человек, который создает продающий контент для Инстаграма. Для провинции потихонечку до нас и это дошло. Как для провинции. Хорошо, просто исходя вот из этого, можно сказать, что у нас в плане интернетизации все-таки республика отстает от федеральных городов. Да. Вот с чем вот пункты, из-за которых с этим связано? Ну, к нам, в принципе, все позже доходит. Что касается моды, что касается интернета. Вот, сейчас, конечно, уже легче, потому что мы сами можем искать информацию в интернете, можем обучение онлайн покупать, да, и то есть это все сейчас в разы быстрее происходит. Ну, так произошло вот с визуализацией бренда тоже. Вот, и сейчас очень большой спрос, потому что людям есть о чем писать, но нету фотографий. И придумали такую профессию, чтобы мы решали их боль. Получается, фотографии мы делаем за один день, вот именно процесс фотографирования. Вот. А получается, сам процесс подготовки где-то дня 2-3. Ну, смотря насколько срочно нужно клиенту выдать контент. Всегда человек хочет видеть себя такой весь в рюшах, девочка, да, такая в розовеньком видит, а я на нее нацепила кожу, цепи, выдаю ей контент, она говорит, да ты что, это вообще не я. Вот, поэтому... То есть, несмотря на то, получается, здесь все-таки предпочтения клиента играют первостепенно. Конечно. Хорошо, но может как имиджмейкер в том числе, да, ты же можешь объяснить клиенту, что это плохо. Вот твоя идея, твоя подача, это плохо, давай-ка я попробую тебе придумать имидж. Были ли вот такие случаи? Мне главное раскрыть клиента. Такая идея сейчас, я покажу свой Инстаграм. Мне вот хочется краткое описание, насколько я лох. Давай. Что я сразу могу сказать, непонятно, чем ты занимаешься. Вообще, когда мы заходим на любую страницу, да, у нас есть 3 секунды, останемся мы на этой странице или нет, подпишемся мы на человека или нет. Идеи нету, чем ты занимаешься, нету информационного твоего заявления, щит концепции, что ты вещаешь на своей странице. Чит-концепт? Щит.
Да, щит концепции. А с английского это как? С английского не знаю. Судя по тому, что у меня все плохо, мне нужна щит-концепция. Как Ну минимум. ладно, не нравится тебе эта формулировка. Да. Давай Ну, информационное хорошо. заявление. Допустим, возьмем. окей, что тогда нужно, чтобы поменять? Тебе Вот надо я поработать с делаю это. визуализатором бренда. Мгм. Визуализировать тяжело? То есть это же все равно надо придумывать, образы все на тебе. Какое надо иметь для этого воображение? Ну, во-первых, нас этому учили. Есть такие вещи, как референсы. То есть за основу берется какая-то картинка, либо картина, либо журнал, что-то такое. И уже на основе этого ты делаешь свою фотографию. Как я работаю, да, чисто, я создаю на каждую фотографию, там, на каждый образ свой коллаж, мудборд это еще называется. То есть какая локация, какой образ, там, идея, цвет, настроение. Я это все собираю и потом на выходе уже показываю клиенту, вот такую фотографию мы будем делать. Самое сложное в этой работе? Не знаю, сложность это или что, или вот просто люди к этому еще не привыкли. Мне кажется, они немного не понимают, за что они платят. То есть очень трудно, вот, когда озвучиваешь людям цену, они такие, ой, как будто бы не готовы платить за это. Хотя на самом деле работа проделывается не маленькая. Наша услуга очень нужная сейчас, потому что все уходят в онлайн. И то есть без Инстаграма ты сейчас как это... Раньше давали визитки, а сейчас дай свой Инстаграм, да? Мне кажется, вот это единственная сложность, как бы до людей донести ценность этой услуги. Хотя уже сейчас, лично у меня уже нет проблем с клиентами, у меня уже запись на январь. Людям нравится, люди идут. И людям это надо. И уже надо, да. И они как подсаживаются уже, говорят, так что мы теперь выкладывать будем? Контент-то закончился. Напоследок, по традиции, мы делаем с тобой селфи. Но непростое. Я хочу, чтобы именно ты сфотографировал нашу совместную фотку, сделала так, как ты с точки зрения визуализаторства своего видишь. Давай сделаем несколько. Все мы люди, личности. Имеем фактически одно тело, один внешний вид на всю жизнь. Ну, плюс-минус там татушки, прическа или животик. Но рано или поздно кому-то же придет в голову идея о том, чтобы что-то поменять кардинально. Вот это поворот! Кто-то начинает менять свое тело, а кто-то и поведение под стать новому телу. Но есть путь интереснее. Фотоблогерша Диана Воевода просто придумывает классные образы и фоткает людей в новом амплуа. Смотрим. Здрасте. Привет. Фото на паспорт у вас делается, да? Да. Да, замечательно. Сразу главный вопрос. Обязательно в образе быть? Просто Конечно, меня потом не обязательно. выпустят из страны. Обязательно. Замечательно. Ко мне только так. Окей. Первый главный вопрос. Что ты уже сейчас готовишь? Новогодние образы. Отлично. Есть что показать? Да, Соня, иди сюда. Ага. Так, хорошо. Во-первых, у тебя насчет твоего паспорта, тебе его забрали? Верни девочке паспорт. Я правильно понимаю, это Фиона? Нет. Нет? А кто? Гринч. Гринч. Новый который год же. крадет Рождество. Да. Во-первых, расскажи, вот насколько тяжело все это дается, почему ты выбрала именно образные вот такие съемки? Ну, я люблю все такое вот. Я, да, немножечко не с нашей планеты, и мне вот такое вот нравится. Хорошо, назови свою планету. Ее еще не придумали. Почему? Ну вот вообще, в принципе, ты выбрал именно образы, а не какие-то там классические фотосеты. Ну, мне вот нравятся именно постановочные образы. Прям показать в человеке то, чего бы он, допустим, никогда бы в себе не увидел. Ты предпочитаешь больше какие, образы такие? Ну, моя любовь — это кровавые вот хоррор-образы, да. Это вот, но для Сыктывкара это, видимо, еще тяжело воспринимается, и на такое редко кто соглашается. Для зрителей Юргена тем более. В Советском Союзе была такая фишка, типа, знаешь, вот эти фотофана с вырезанными лицами туда вставлять, это ведь то же самое. Или нет? Ну, не совсем. Получается, я этот образ пропускаю через модель. Тот образ, в котором он находится, я в момент съемки пропускаю через модель. То бишь, если это веселый образ, мне нужно, то бишь, внушить эту эмоцию модели, через нее это пропустить. Если это какой-то страшный... У нас бывало даже такое, что плакали на съемках. А тебе самое как вот примерять на себя? Ты не первый раз она в образе? Нет. Кровавое что-то было? Конечно. Не один раз, да. Ну, А энергетика, она же сохраняется этого образа? Или все-таки ты свою даешь? нет, все-таки... Ну, почему нет? Это
очень хороший опыт, почему нет? Ты не каждый же день в образе Гринча где-то ходишь, кого-нибудь пугаешь. Так, а у тебя младший Она брат очень и сестры любит, есть? Есть. она очень любит на автобусе Чувствую. домой ездить. Да. Два вопроса. Первый. Тяжело ли отмывать ванну потом? Нет, почему? И второе. Младшая сестра, брат есть? Есть. Ты их не любишь? Почему люблю? По-своему. Да, любовь может быть своеобразной, окей. Ты очень клево ведешь, круто блог, в том числе сторисы, что сейчас очень топово и популярно. У тебя есть комплексы собственные? У меня в реальной жизни комплексов нет, но есть комплексы перед камерой. Перед камерой. То есть ты имеешь в виду работу на публику? Да. Но просто я пообщался с некоторыми твоими подписчиками, на удивление, да? Кто эти люди? Кто эти два человека? Мама и мужик с Сызрани. В общем, не считаешь ли ты, что твой образ, да, и твой, как ты общаешься, в том числе, помогает некоторым девушкам бороться с комплексами? То есть Возможно. Как вспомогатор некий вот этот твой Инстаграм. Да, возможно. И причем я летом даже пыталась толкать тему, то, что нужно полюбить себя на камеру. Как я иду к этому и как я борюсь с этим. Самое главное, вот прямо сейчас, вот на эту камеру, что-нибудь тем девочкам, которые все еще комплексуют и боятся себя показать настоящую, неважно, как они выглядят внешне, внутренний, какой у них характер, пожелаем чего-нибудь. Не комплексовать. Вот. Достойно уважения. А еще? Не обращать внимания вообще, в принципе, на мнение окружающих. Вот. Это ни к чему нужно как бы жить собой, не слушать мнение кого-то. Ну, в тебе столько позитива, почему кровавое? Люблю я такое. Причем я боюсь ужастики смотреть. Я не смотрю ужастики, вообще, в принципе, не хоррор, какие-то Хорошо, фильмы. давай представим такую гипотетическую, да, историю. Тебе предлагают стать гримером там, или художником-постановщиком какого-нибудь хоррор-ужастика. То есть, с одной стороны, ты боишься, да, смотреть их, ну, или не любишь, а с другой стороны, тебе нравятся эти кровавые темы. Ты бы согласилась? Да, конечно, безусловно. Ну, вообще, насколько это сложно, грим? Вот сколько сегодня вы накладывали грим по времени? 4 часа. Вот, 4 часа, серьезно? сложности, да. Сколько вот ты уже вот на этом поприще? И именно фотографии или... Фотографии и образы отдельно, да. Фотографии 4 года занимаюсь. Причем начинала я с нью-съемок. Как ты с прекрасного до кровавого опустилась? Объясни, пожалуйста. Ну, у меня был такой период времени, у всех творческих людей есть творческий кризис. И в один прекрасный момент, когда я снимала нью-съемки, Хочется убивать, да? я поняла, что я снимаю одно и то же. И в один прекрасный момент я увидела у краснодарского фотографа идею. Девушка сидит с тарелкой, в тарелке сердце, она с ножом с вилкой. Ну, как будто- человеческое хоть. Человеческое. Вот, и все это добро как бы потребляет. И мне захотелось дико сделать что-то похожее, только у нее было в светлых тонах, я захотела сделать в темных тонах. Я сделала эту съемку, я даже заставила сердце есть, прям на самом деле его кусать. Подожди, но для этого надо найти классного гримера. Да. Есть у тебя такая девушка? Да. У меня есть девочка в команде, мы с ней работаем уже, получается, 1,5 года. Насколько тяжело быть двигателем этого процесса? У нас все такие свои в доску, поэтому нормально. Фотографов часто, кстати, берут на свадьбы, да, на корпоративы. А вот такой вопрос. Был ли хоть раз у тебя платный заказ там от кого-нибудь, от конторы, именно чтобы в образе? Да, конечно. Чего ты в будущем ожидаешь от того, чем ты сейчас занимаешься? Чтобы вот такая вот постановочная фотография вошла как бы больше в массы, нежели там какой-то лайфстайл, как сейчас вот модно, сейчас все фоткают в стиле лайфстайл. И я еще взяла вот эту нишу чисто из-за того, что все фотографы, ну, что-то подобное снимают, но где-то там раз в год, на Хэллоуин, там, когда там муза придет. А я это снимаю прям на постоянной основе, прям каждый месяц у меня есть образы. Вот у нас Хэллоуин — это наш профессиональный праздник, и я ничего так не отмечаю, как Хэллоуин. Вообще клево. Что я могу тебе сказать? Только успехов. Ты большая умничка. Спасибо. По традиции мы в конце каждого сюжета делаем селфи, но оно сегодня будет необычным. Я хочу, чтобы это было в образ, поэтому я тебе предлагаю какие-нибудь нам маски в Инстаграме надеть и сфоткаться. С кринчем. Кстати, да, иди сюда. Иди сюда. Готовы? Помните, в самом начале я рассказывал новость про одного очень нехорошего человека, который в подъезде тушил невидимый пожар?
а потом создал видимый. Так вот, другой человек, хороший, взял эту ситуацию на контроль. Более того, теперь тот хулиган исправляется. Об этом и как один блогер повлиял на сознание жителей целого дома. И почему это круто. Приветствуем, Василий Полевой. Я так понимаю, один хороший человек, название, это только про тебя? Нет, один хороший человек — это вообще такое название про всех. Слушай, у меня есть один хороший человек, я тебя познакомлю. Ну, принцип рекомендаций, понял? То есть каждый человек может стать одним хорошим человеком. Главное, чтобы он был нормальным специалистом там, и так далее. Да, слушай, у меня есть один хороший электрик, там, сантехник, там, знаешь, вот такие вещи. Ты сказал, что мы можем приехать к общаге. Во-первых, зачем? Что там сейчас происходит? Ну, давай сейчас не к общаге, теперь это уже многоквартирный дом. Вот ты сейчас зайдешь и посмотришь, какой дом должен быть на самом деле у этих людей. Что вот смогли вот жители сами нарастили... вот эту Лестницу? Лестницу нарастили. Да, вот смотри, вот это, видишь? Опа. Это жители сделали. Так, ну подожди, если делают жители, в чем тогда твоя заслуга? Здесь работа твоя, Я их вот вдохновил один на хороший... подвиги. То есть сами бы они нет. Никогда в жизни. А как это? А я делать? не знаю, что с ними творится. Вот смотри, вот это Жертвский фанерный завод нам предоставил вот эту фанеру. Там понятно, что небольшой бардак был, соответственно, мы это просто фанеры, чтобы красиво было, да. Это тоже жители все сделали, вон камера стоит, вот заметьте, да. Здесь домофон, теперь уже не так просто не открыть. А жители вот тебя уже знают? Жители не то, что меня знают, да, то есть они даже донатят мне. Я нет, не участвовала, я лодырь. Лодырь, да. Я вот так вот хожу, на всех ругаюсь, лодырь, да, ведь? Я не давала на все, Да? на ремонт не Ну вам-то самим понравилось вообще, правильно ведь? Ну давайте, открывайте. Сразу на Давайте. дело пускай уберу. Нет, вот учу, вот сюда. Да, давайте, открывайте. О, молодцы. Пожалуйста. Эту дверь неравнодушные жители тоже к нам привезли. Вы, получается, тоже живете здесь? Я да. И ухаживаете, так сказать, за... Обязательно, никак у нас. Вот Василий утверждает, что все-таки он настоял на том, чтобы все жители... Он нас поддержал. Не, я не настаивал. Ну, хорошо. Он просто сплотил людей, чтобы люди объединились. Они были по разных сторонам. Чтобы люди сами это делали. А почему сами люди не могли объединить? Нужен был лидер? Не то, что лидер, а какое-то вот такое отношение, подход к людям надо. А он помягче? Он помягче. Мягкий человек. Да, Нифига Но себе. зато лидер. очень мягкий. Сколько вас всех ругал. Нифига, сколько вас всех ругал. Ну, это мимо ушей пропускает. Да, хожу, ворчу на самом Нет, деле. он хороший человек. Все. Если бы не он, не сплотил бы всех людей, здесь бы ничего бы не изменилось. Вы бы меня не кормили бы. То есть ты за еду все-таки, да? За еду. За тетю Талину еду. Так, сколько здесь уже продолжается вот ремонт? Первый ремонт мы сделали за 3 недели. За 3 недели. Это первую большую раскраску подготовили снизу. Вот прям низ мы сделали для того, чтобы вдохновить людей на подвиги. Это очень важно было. То Хорошо. есть после вот этого, да, то есть уже стало больше людей выходить. А после пожара, соответственно, за сколько же? 2 недели? Вот как раз насчет пожара и касательно гадких людей. Во-первых, не думал ли ты, что, может быть, этот человек, в принципе, как-то он к тебе именно и к твоему деланию относится негативно? Или это просто рандомный, случайный? Это рандомный, случайный случай. Ну, понимаешь, люди так привыкли жить. А зачем, если они видят красиво? Ну, зачем портить? Зачем поджигать, гадить? Я считаю, тут просто, есть, против меня идет как бы добро со злом, понимаешь? Вот тут уже мистика идет. А что с ним дальше произошло? Я думаю, ты тоже в теме этой истории. Нет, продолжаешь. человек на самом деле, исправляется. Он пришел, представляешь, он пришел к толпе, разъяренной толпе пришел. Он не побоялся. Вот в этом сила, понимаешь? Мы не должны устраивать охоту на ведьм, да, то есть вот просто, когда все на него накинулись, мы его защитили. Это наша самая главная, да, то есть задача у проекта «Один хороший человек» именно таких людей защищать. И он стал на путь исправления. То есть в любом случае есть путь исправления любого. Он извинился, пришел, И предложил помогать. предложил помогать. И каждый день он работает, каждый день помогает. Он начал спонсировать. А если бы он просто извинился, но не предложил бы помощь, его бы на месте съели? Да. Да. Просто да. Нет, мы, конечно, защитили, да, то есть это уже каждого свое было бы. Но сейчас будет большая раскраска. Контуры-то родители нанесут, а дети будут рисовать, как большая раскраска, ты понимаешь? То есть мы будем душу давать. И этот человек обретет сердце и душу. То есть, понимаешь, 3 пазла соединятся, и я думаю, мы этому человеку даже работу дадим. Ты столько правильных вещей говоришь, что ты, может, религию хочешь себе основать, нет? Кто-то мне уже говорил такие вещи, да, то есть какие-то секты. Я говорю, да, ребята, просто живите по-человечески и все. Ну, друг к другу относитесь нормально. Все эти ремонты, но это же все равно деньги. Откуда?
Ну, подписчики приносят. Я говорю, вот То это есть, ну, вот смотри, Жежешкин, допустим, фанерный с чего завод. начинается? Вот тебе достало, как выглядит там подъезд, или к тебе обратились жители. Да. С чего начинается? Ты начинаешь сбор? Начинаю сбор, да. То есть И какой-то кидаешь удочку, да? Выходит так. начинаю сбор, что идет нам... это раньше было. Это с Димитрова 56 началось, как бы, сбор. Сейчас Димитрова уже делится. То есть я учу еще их делиться. Ты только этим живешь или у тебя есть работа Я еще? только этим живу. А здесь хейтеры еще остались твои? Живут. Ну, ты благое дело делаешь. Почему все равно говорят, какой ты плохой, секой? Потому что у них не получается, или это просто черная зависть? В чем дело? Твое предположение. Я считаю, что их надо пригласить, поработать. И тоже всех на пути исправления через краску и кисточки, да? Понимаешь? Ну, людям хочется говорить. Вот они, Ну, почему негатив-то? у каждого есть свои какие-то реализованные дела, там еще чего-то. И у них какая-то грусть на душе, да, то есть они хотят вот тоже, чтобы их показали. Так мы же не против про них рассказать. Я про всех расскажу. Вот мы должны говорить о добрых делах. Вот заметь, о добрых делах вообще человек в России не говорит. И сколько плодится вот негативных пабликов. Вот на этом вот хайпятся. Заметил? Конечно. Вот надо вот человека... Ну, у нас люди любят хлеба и зрелища, Да. это очевидно. Так может менталитет менять? Вот, мы этим русского и человека. занимаемся. Вы жительница этого дома? Да. Как вам сейчас здесь жить? Замечательно, сейчас тоже хорошо. Сама же сделала это все, да? Скажи. Вот коротко о Василии в 3 словах. Как вы можете писать этого человека? Герой? В одно слово. Если бы не он, мы бы тут не сдружились. По уровню твоего умения объединять, ты психолог, да? Говорят, что нет. Говорят. Ну, это только говорят. Я обычный мальчик Вася. Понятно. Проект «Один хороший человек». Сколько лет существует? 2-й год уже пошел, 19 2 декабря. год. Давай вот честно, и для зрителей тоже. Это все-таки история твоего добродушия или самопиара? Пускай каждый сам решит для себя. Я вот не хочу даже на такие вопросы отвечать. Да, Все равно же лицом. Или вот ты можешь кого-то полностью сказать, это их работа, я здесь не при чем. это их работа. И я Да, здесь не я при здесь чем. ни при чем. Вот это правильный ответ. Скажи, пожалуйста, как стать таким же, как ты? Давай вот прям На самом деле, коротко. Давай коротко, ты очень. никак, да. Никак. Никак. Я один, да? Нет, просто выходите, люди, и друг другу помогайте. Все, что требуется. То есть парковочную зону чисти не только для себя, но и для соседа. Нормально же? Сказал? Конечно. Нормально же сказал? Но не в соседа. Но не в соседа, да. О хороших дела говорите, только хороших. Забудьте об этих негативе. Действуйте. Все, больше не надо ничего. Ну и напоследок у нас есть традиция. Делаем селфи. Покажи сейчас прямо на эту фотографию одного хорошего человека. Готов? Да. С блогерами пообщались, новости узнали, но главное, Новый год-то уже на дворе. Отбросьте печали, обиды и неудачи прошлого никудышного года. И еще, не болейте. Но в интернете еще полно всяких вкусностей. Но попробовать все эфирного времени, увы, не хватит. Значит, мы еще вернемся. С вами был Никита Чернов. Это была программа «Детали не формат». Пролайкайте и подписывайтесь на все наши соцсети. А если ты только сейчас включил передачу, советую сделать бэкап-запись. Нажимаем «Выйти». Пока-пока.